Салам алейкум, я всех приветствую. Сегодня мы будем проводить эфир, так как к нам накопилось много вопросов касательно Интерпола, так как многие люди сегодня находятся в базе розыска по линии Интерпол. И вот мы выбрали самые такие актуальные и главные вопросы, и этот эфир мы будем проводить в таком формате вопрос-ответ. Сначала мой коллега, наш представитель из Швеции, ответить на вопросы, которые вы нам уже прислали. Эти вопросы буду озвучивать я, а он будет отвечать. После чего мы включим ваши микрофоны, и дальше, если у вас будут какие-то вопросы дополнительные, вы сможете их задать, и мы постараемся ответить на эти вопросы по мере своих знаний. Идрис, наш представитель правозащитной ассоциации Вайфонд Швеции. Так, и первый вопрос, который мы выбрали сегодня, с него и начнем. Сегодня люди все больше стали узнавать об Интерполе и переживать, что они также могут стать субъектами того или иного уведомления Интерпола по запросу России. Что такое Интерпол и для чего он существует? Идрис, разъясни нам этот первый вопрос. Интерпол – это международная уголовная полиция, то есть это организация, в которой органы полиции стран-членов Интерпола сотрудничают между собой с целью установления местонахождения, сбора информации и при необходимости задержания преступника. Идрис, а что если разыскиваемый Интерполом человек имеет статус беженца? Данные о его местонахождении тоже передаются властям России? К сожалению, такие случаи в нашей практике часто происходили, и это несмотря на то, что никакая страна, организация и физические лица не имеют права раскрывать информацию властям другой страны о местоположении лица, имеющего защитный статус и убежище от этой страны. Мы видели в экстрадиционных письмах России полный адрес беженцев и просителей убежища. Передача такой информации России подвергла их большой опасности. Кто ответственен за это, пока точно не ясно, но ясно, что это произошло из-за неправомерно выпущенных в отношении них уведомлений Интерпола. То есть Идрис говорит, что в своей основе такое делать страны-подписанты не имеют права. Но, к сожалению, это происходит. То есть таким образом нарушаются права человека, и человек подвергается угрозе. И, как Идрис подчеркнул, у нас есть, в нашей практике есть дела, где человека до того, что его весь адрес проживания в том или ином государстве передавали властям России. Так что вы должны иметь это в виду. Так, перейдем тогда к третьему вопросу. В Интерполе есть разные линии. В какой чаще всего оказываются граждане России, в частности, выходцы из Кавказа? Чаще всего люди оказываются в красной линии Интерпола или очень похожей на нее скрытой линии Diffusion. Оба эти уведомления означают, что лицо, в отношении которого они объявлены, должно быть задержано и передано под компетенцию национальных правоохранительных органов, которые затем будут проводить процедуру экстрадиции в страну, которая запрашивает преступника. И тут нужно заметить, что с тех пор, как преступник передан под компетенцию национальных структур, компетенция и роль Интерпола в его деле полностью прекращается. Diffusion – это такая скрытая линия, о которой человек не может узнать из официальных источников. Четвертый вопрос. Получается, что после того, как начался экстрадиционный процесс в национальном суде какой-то страны, члена Интерпола, удаление человека из розыска после этого уже не имеет значения? Задержанные по запросу России через Интерпол часто обращаются к нам с просьбой срочно подать заявление на удаление их из международного розыска. Надеюсь, что в таком случае их освободят. Но на самом деле удаление лица из Интерпола, когда дело уже перешло под юрисдикцию национального суда, практически не играет никакой роли. Это будет для него небольшим плюсом, но не решающим. Единственный раз, когда человека освободили из тюрьмы благодаря удалению его из базы данных Интерпола, это дело в США. В Штатах нет закона об экстрадиции, но Россия через Интерпол заявила, что человек, получивший убежище в США, не договорил некоторые детали своей истории. На этой основе США начали процедуру лишения его вида на жительство и возвращения его в Россию. Удаление его из Интерпола остановило эту процедуру, но судебная система США очень отличается от европейской. А все ли лица, которые стали субъектами той или иной линии Интерпола, являются преступниками? Разумеется, нет. Все зависит от того, насколько добросовестно ведут себя страны, члены Интерпола.
Проблема в том, что некоторые из них, в том числе в большой степени Россия, серьезно нарушают Конституцию организации, и не все запрашиваемые ими лица бывают настоящими преступниками. А также многие из запрашиваемых являются беженцами, что является препятствием для запроса таких лиц через систему розыска международной уголовной полиции. Уроженцы Северного Кавказа, особенно чеченской национальности, попадают в базу данных Интерпола чаще, чем граждане Китая и США вместе взятые. Наша большая практика работы по делам, связанным с уведомлениями Интерпола по запросу России, доказала неоднократно, что Россия в высокой степени злоупотребляет своими правами в организации. Десятки удовлетворительных ответов на наши запросы в Интерпол – это тому доказательство. Нужно также заметить, что Интерпол действует в духе Всеобщей декларации прав человека. По крайней мере, так прописано в Конституции Интерпола. И запросы военного характера, политические или религиозно мотивированные запросы, а также имеющие другой дискриминационный характер запросы, должны отклоняться Интерполом. Но на практике мы видим, что тысячи и тысячи неправомерных запросов тех или иных стран-членов получают одобрение Интерпола, вследствие чего по этим неправомерным запросам люди объявляются в международный розыск. Несмотря на то, какое в отношении вас выдвинуто обвинение, Интерпол обязан соблюдать Конституцию и регламент организации, которые признают недозволительным экстрадицию человека в страну, где ему угрожает смертельная опасность, пытки и другое нечеловечное обращение. Идрис, а в чем отличие между красной и diffusion линией? Они имеют одинаковые цели, но процедура запроса слегка отличается. Красное уведомление – это электронное предупреждение, публикуемое Интерполом по запросу Национального бюро той или иной страны. Оно хранится в базах данных Интерпола и может быть просмотрено компетентными органами стран по всему миру. Диффузное уведомление такое же, как и красное, но разница в том, что Интерпол не публикует его на сайте организации. Человек может даже не подозревать, что находится в международном розыске. Уведомление Diffusion выпускается по более упрощенной процедуре, нежели красное уведомление. Но в нашей практике мы встречались с десятками дел, которые дали нам понять, что и красное уведомление выпускается с большой легкостью и без высоких требований к стране-члену Интерпола, обоснованности запроса и наличия доказательств причастности человека к преступлению. Диффузное уведомление также опасно тем, что Интерпол может дать вам информацию о том, что у вас нет в базе данных по просьбе Национального бюро страны, которая вас запрашивает. И это происходит в том случае, если Интерпол видит, что у вас нет точной информации о том, что вы находитесь в международном розыске. Поэтому очень важно утверждать и по возможности доказать комиссии Интерпола, что вы знаете о том, что вы являетесь субъектом Интерпола. Также необходимо указать, откуда вы это знаете. Указав, например, что вам об этом сообщила полиция или миграционное ведомство, или в посольстве, которое отказало вам в визе по причине имеющейся информации о вас в базе данных Интерпола. Насколько известно, сам Интерпол, возможно, не так опасен для тех, у кого есть статус беженца в странах Европы. Но есть также ситуации, когда такие неправомерные запросы через Интерпол приводили к другим плохим последствиям. Не мог бы ты рассказать о них? Да, верно. К большому сожалению, никого не интересует, почему и как человек оказался в международном розыске Интерпола. Очень часто случается так, что Интерпол уже удалил лицо из международного розыска, а потом выясняется, что информацию из Интерпола в свою систему скопировали другие национальные и международные структуры, а также разные организации и компании, если информация была в общем доступе, как в случае с красной линией Интерпола, которая публикует почти все уведомления на сайте организации. Например, информацию из Интерпола очень часто в свою базу копирует Шенгенская информационная система. И с этих пор опасность для человека увеличивается в десятки раз, так как он не может выезжать за пределы страны, в которой он получил защитный статус, или, если он не житель европейской страны, не может въехать на территорию Шенгена. Такое лицо сразу задерживают и помещают в закрытый лагерь или тюрьму до момента депортации. Получить такому лицу разрешение на пребывание и даже убежище практически невозможно, так как лицо маркировано как крайне опасно, и в данном случае Женевская конвенция по беженцам разрешает лишение или не предоставление убежища. И вновь никого не интересует, что корни этой неправильно сохраненной информации в шенгенскую информационную систему растут из России со стола какого-то очень недобросовестного следователя, прокурора, сотрудника ФСБ и так далее. Также, к примеру, полицейские структуры государств копируют информацию из Интерпола в свою национальную базу данных. Мы сталкивались с ситуациями, когда наши доверители были сняты с Интерпола, но проблемы их не заканчивались, так как
На этот раз сама страна посчитала, что такое лицо может быть потенциальной угрозой для государства. Это уже интересно. Тогда следующий вопрос, Идрис. Получается, вот европейские государства просто вот поверив обвинению России, никак не зная доказательной этой базы, вот просто они признают этого человека опасным? Но тут нужно понимать цепочку событий. Сначала в России фабрикуется уголовное дело. Человека объявляют в федеральный розыск. Затем его объявляют через Интерпол в международный розыск, хотя Интерпол должен был отклонить запрос России после проверки приемлемости запроса, увидев необоснованность обвинений и политический характер. Затем, зачем-то очень часто Германия, как член Шенгенской информационной системы, копирует информацию из Интерпола и добавляет ее в СИС. Причем добавляет абсолютно непроверенную, бездоказательную и необоснованную информацию. В этот момент ситуация в разы ухудшается, так как СИС, который является структурой Европола, намного важнее для европейских стран, нежели Интерпол. Если даже у человека есть статус беженца в одной из стран ЕС, другая страна ЕС не даст ему передвигаться, моментально его задержат и депортируют обратно в европейскую страну, откуда он прибыл. Затем случается худшее. Опираясь на информацию из СИС, которая была внесена в систему не России, а шенгенской страной, как, например, Германия, национальные службы безопасности признают лицо опасным для страны, после чего его статус беженца аннулируется и начинаются всевозможные попытки его депортации на родину. Чтобы признать человека опасным в какой-то стране Европейского Союза, к сожалению, сегодня для спецслужб стран ЕС не нужно большого повода. Если учитывать, что закон в большинстве стран разрешает и вовсе дает безграничные возможности для спецслужб, и с них никто не требует доказательств в ответ на их рекомендации, то в списке, в кавычках, опасных может оказаться кто угодно. Я не оговорился, а говорю с полной уверенностью, что спецслужбы даже вот таких развитых, цивилизованных и демократических стран злоупотребляют своими возможностями и часто используют их неправильно, ошибочно или дискриминационно. И все это потому, что с них никто ничего не спрашивает. Поэтому наличие какого-либо уведомления, объявленного в отношении человека по запросу России с нарушениями своего же регламента, может привести к очень плачевным последствиям, так как недобросовестные или некомпетентные органы национальной безопасности без каких-либо доказательств или разбирательств просто на всякий случай признают лицо опасным, чтобы не прогадать наверняка. Идрис, все очень печально. Тогда возникает вопрос, как предотвратить все эти события? Ответа на этот вопрос, к сожалению, нет, так как дела фабрикуются в России против кого угодно. Люди, которые никогда не интересовались политикой и даже, возможно, не были противниками российской власти, неожиданно оказываются в международном розыске. Фабрикация новых уголовных дел дает хлеб недобросовестным сотрудникам силовых структур. Лучше быть подготовленным и знать, как следует правильно действовать, если это уже с вами случилось. Как человек может узнать, есть ли он в розыске Интерпола? Ну, во-первых, следует время от времени смотреть на самом сайте Интерпола. В Ютубе по данным эфира мы оставим ссылку на сайт Красной линии. Вам необходимо ввести вашу фамилию и нажать на поисковик. Как мы уже указали сегодня ранее, не все запросы публикуются на сайте Интерпола. Приблизительно в 80% всех случаев, с которыми нам приходилось работать, люди разыскивались по скрытой красной или диффузной линии. Узнать о наличии в отношении вас скрытого уведомления будет не так просто. Чаще о нем узнают уже при задержании. Иногда в пограничной полиции, посольстве или миграционном ведомстве вас информируют о том, что с вашим именем всплыл красный флажок Интерпола. Обращаться непосредственно в полицию с вопросом, есть ли вы в международном розыске, иногда тоже можно, но не любой полицейский имеет доступ к файлам Интерпола. В нашей практике мы встречали много случаев, когда полиция не видела информацию Интерпола и утверждала, что лицо не находится в розыске. Однажды полицейский даже показал нам свой экран компьютера, чтобы продемонстрировать, что в базе данных Интерпола нет информации о человеке. Ранее мы также публиковали новость о задержании в Эстонии чеченского беженца из Австрии. Прежде чем отправиться в путь, он через своего адвоката подал запрос в австрийскую полицию, в ответе на который было указано, что по данным полиции данное лицо не состоит в международном розыске. И третий способ узнать, есть ли вы в Интерполе, это подать запрос в комиссию по контролю файлов Интерпола. Но не факт, что Интерпол предоставит вам точную информацию. Хорошо, Идрис. А если человек достоверно узнал, что он находится в международном розыске, как ему тогда дальше действовать? Здесь тоже есть несколько путей. Первый – это попросить Россию прекратить вас незаконно преследовать. Но, вероятно, этот вариант полностью отпадает, так как даже если кто-то прибегнет к коррупции,
пытаясь договориться с властями России. Он, вероятно, будет удален из международного розыска, но также вероятно, что он будет восстановлен через некоторое время. Деньги, которые вы потратите на голодных силовиков, лучше потратить на адвоката. Второй способ. Если вы получили гражданство или статус беженца в какой-то европейской стране, вы можете попросить власти этой страны обратиться в Интерпол с запросом удаления вас из международного розыска. Но, к сожалению, такую помощь государство оказывает крайне редко. В третьем случае вы можете подать запрос на удаление уведомления в комиссию по контролю за файлами Интерпола напрямую. Многие люди пытаются отправлять запрос самостоятельно, чтобы сэкономить деньги или по причине неимения их. Но так человек может только усугубить ситуацию. Если Интерпол не удовлетворит ваш запрос, то возможности обжалования у вас уже не будет. Подача повторного запроса приведет к автоматическому ответу со ссылкой на предыдущее решение, если только в вашем деле не появятся новые существенные и важные обстоятельства, которые убедят комиссию пересмотреть ваше дело. Составляющий запрос в Интерпол человек должен знать правила регламента и Конституцию Интерпола и должен аргументированно объяснить, почему та или иная статья регламента или Конституции организации нарушается. Вам следует нанять компетентного адвоката или обратиться в юридические благотворительные организации, работающие в данном направлении, которые помогут вам составить запрос правильно. Нужно отметить, что даже имение у вас защитного статуса в какой-то стране не означает для вас стопроцентную гарантию, что Интерпол снимет вас с розыска. Вместо этого он может просто добавить оговорку вашего уведомления, в котором будет указана информация о наличии у вас такого статуса и оставить дальше вашу судьбу на усмотрение полиции, которая будет решать, стоит вас арестовывать или нет. А какие организации сегодня бесплатно могут оказать такое юридическое сопровождение таким лицам? Кто может предоставить эту помощь бесплатно? Вайфонд оказывает бесплатную юридическую помощь, если мы видим, что имеются нарушения регламента и Конституции Интерпола в запросе России. К сожалению, мы не имеем компетенции работать по другим странам, кроме России. Также у нас большие очереди, и мы часто предлагаем обратиться в похожие на нас организации, но они иногда заявляют об очень длинных очередях. Очередь в Вайфонде меняется в зависимости от срочности дела. И иногда мы вынуждены отталкивать назад дела, которые менее срочные. Это случается из-за большого потока обращающихся к нам заявителей и недостаточного количества юристов и работников ассоциации для обработки всех этих дел в срочном порядке. Нам известно, что украинская организация «Рука допомоги» и известная международная организация «Честные суды» тоже работают по данному направлению. Но чтобы узнать больше информации, следует обратиться к ним напрямую. Идрис, что важно указать при подаче заявления в Интерпол? Вам необходимо рассказать вашему адвокату или юристу все, что, по вашему мнению, может быть важным. А он уже сам укажет Интерполу то, что посчитает нужным. Например, важна информация о том, как вас или ваших друзей заставляли подписывать ложные свидетельские показания против вас или других лиц. Если свидетели, давшие против вас показания под пытками или принуждением, могут предоставить Интерполу свое новое свидетельство об этих событиях, то это будет очень хорошим плюсом в вашем деле. Поэтому, если вам известно имя хотя бы одного свидетеля, посмотрите, находится ли он сейчас в безопасности и может ли он дать новые свидетельские показания на условиях анонимности. Комиссия по обработке файлов Интерпола не будет сообщать о новых показаниях свидетелей российским властям и Национальному бюро в Москве, если юрист попросит об этом комиссию. Если вы получили убежище от России, то предоставьте подтверждение этому. Если существует большой риск, что с вами будут обращаться нечеловечным образом в случае выдачи в Россию, то вы или ваш адвокат должны детально аргументировать все ваши опасения, не используя эмоциональную речь. Подтверждение от известных правозащитников и другие доказательства необходимо приложить к вашей жалобе. Если вы политически активный человек и ведете деятельность политического характера против страны, которая вас запрашивает, а также если об этом где-то указано в СМИ, то комиссия Интерпола следует об этом знать для принятия решения в вашу пользу. Предоставьте все вырезки из СМИ и подтверждения от правозащитников вашему юристу. Иногда бывает так, что Россия, как и другие страны, члены организации, используют уведомления Интерпола в отношении вас лишь для того, чтобы испортить вам репутацию и ограничить вас в передвижении, а не для того, чтобы вернуть вас в Россию. Если вы столкнулись с этим, то сообщите комиссии, что Россия использует систему организации не по назначению, описав ваш случай. И не забудьте, что Интерпол принимает документы на официальных языках Интерпола. Это арабский, французский, испанский или английский.
Если вы прикладываете какие-то материалы к вашему запросу, то вы должны убедиться, что они все на каком-то из перечисленных языков. А если они на других языках, то вам нужно также приложить их переводы на один из этих языков. Жалоба должна быть не больше, чем на 10 страницах, так как если страниц будет больше, то жалобу не примут и попросят вас прислать запрос правильно. Идрис, а как долго длится эта процедура снятия себя с международного розыска? С того момента, как ваш запрос был принят и признан приемлемым, комиссия должна в течение 9 месяцев принять решение. Данное решение в течение месяца Генеральный секретариат должен либо утвердить, либо отклонить. После чего в течение месяца комиссия должна сообщить заявителю о решении. Если вам ответили удовлетворительно, удалив вас из розыска, то вам должны также прислать сертификат, подписанный Генеральным секретариатом. Несмотря на указанные сроки, чаще всего процедура идет быстрее и очень редко она идет дольше установленных крайних сроков. Хорошо, тогда вот завершающий вопрос. Что происходит после удаления человека из международного розыска? К сожалению, даже после удаления вас из базы данных Интерпола, вас по-прежнему могут задерживать при пересечении границы. Как мы говорили ранее, иногда информация копируется и другие базы данных удаляются не сразу. Всегда поэтому имейте при себе сертификат от Генерального секретариата Интерпола о том, что вы более не являетесь субъектом красной или диффузной линии Интерпола. Вас должны освободить, если к вам не имеются другие, не связанные с Интерполом претензии. Также мы не советуем посещать страны, где есть проблемы с соблюдением прав человека. Многие страны могут повести себя крайне неадекватно и начать экстрадиционный процесс. Не путешествуйте за границу без острой нужды. Если из-за уведомления Интерпола вас внесли в черный список Шенгенской информационной системы, то вам, так же как и в случае с Интерполом, следует подать запрос на удаление неправильно сохраненной информации. Запрос должен подавать адвокат или другой юридический представитель. Ассоциация Wi-Fi работает в данном направлении и может помочь с подачей заявления в СИС, но нужно учитывать загруженность ассоциации и возможные длительные сроки ожидания вашей очереди. Благодарю тебя. Сейчас я буду включать ваши микрофоны, и если у вас есть дополнительные вопросы, то мы постараемся на них ответить. Ассаламу алейкум ва баракату. Я хочу задать вопрос, может быть, на него ответ уже был, но я его не услышал, по крайней мере. Самый частый вопрос, как узнать, есть ты в Интерполе или нет. Вот если ты на сайте проверил, там, на Red Note себя не нашел, но у тебя нет уверенности, что ты там, тебя там нет. Вот детально разложить людям, что они могут сделать, чтобы, ну, помимо того, что просто рискнуть и поехать, есть ли какие-то правовые методы, чтобы узнать, есть ли на тебя там вот эта диффузная линия, или как ее, синяя линия и так далее. Алейкум ассалам, рамазлах баракату. На этот вопрос Идрис уже отвечал, но этот ответ можно снова повторить. Если хочет, пусть его Идрис сам повторит. Если нет, то наш исполнительный директор может тоже снова разъяснить этот момент. Обычно сами российские власти очень часто, когда кого-то вызывают, родственников, говорят, вот мы закинули вашего человека в Интерпол, мы его достанем. Тут человек узнает, что он находится в Интерполе. Второй вариант узнать можно, опять-таки, обратившись к властям этой страны, где вы находитесь. Если, конечно, вы не скрываетесь, если у вас вы не находитесь в положении нелегала, то, ну, опять-таки, если у вас есть стабильный статус в этой стране, то вы можете попросить полицию этой страны предоставить вам информацию о том, есть ли вы в Интерполе или нет. И Идрис также упоминал один очень важный момент, что не любая полиция видит информацию в Интерполе, какой-то отдел может это видеть, какой-то не может. С чем это связано, мы не знаем, но бывало даже так, что в спецслужбах даже иногда порой не видели информацию в Интерполе, хотя она точно достоверна, там была эта информация о том или ином человеке, и потом были удаления, да, этой информации. То есть это говорит о том, что они могут вам предоставить такую информацию, если захотят, а могут и не предоставлять. Очень часто, кстати, они это делают. Все-таки они уведомляют людей о том, что вот, да, вы находитесь в Интерполе, за что вам огромное спасибо, потому что тогда человек уже может подготовиться, он может подать заявление и уже попросить удалить себя из Интерпола, обратившись в комиссию. Третий вариант, как узнать в Интерполе, это уже действовать наперед. Если у вас есть такие очень большие опасения, и если вы уже, уже уверены в том, что вы есть в Интерполе, например, опять-таки вам кто-то из России там угрожал, говорил, что вот мы подали его в розыск, например, вашим родителям или другим родственникам, или какие-то другие сигналы поступают, или вас постоянно задерживают, и вас постоянно на границах очень долго допрашивают, очень долго вас просто без каких-то особых причин вас просто задерживают. Час, два, три.
И это тоже может означать, что вы в Интерполе, и вы подаете запрос наперед. Но запрос это делается не для того, чтобы попросить их предоставить информацию, а запрос уже на удаление. То есть вот я нахожусь в Интерполе, меня удалите. Вот таким образом, если сделать, если человека нет в Интерполе, то тогда Интерпол отвечает, что по данным, которые вы прислали, нам вам нечего ответить, потому что информация не имеется. Если же человек находится в Интерполе, то тогда дело переходит в комиссию, или же иногда бывает так, что в комиссию не доходит дело, генеральный секретариат сам просто подписывает, увидев, что у человека есть азуль. Если у человека нет азуля, политического убежища или какого-то такого сильного статуса, защищающего его от экстрадиции, депортации, тогда дело переходит в комиссию, они это проверяют, смотрят и приходят к решению. Тогда человек, он уже по факту узнает, что он находился в Интерполе и был удален. Есть только такие варианты это узнать, каких-то других вариантов нет, к сожалению. То есть я правильно понимаю, что как бы два, получается, рабочих варианта. Первый, он просто идет в полицию и спрашивает, скажите, пожалуйста, нет ли меня в Интерполе. Второй вариант, он просто тупо пишет в Интерпол, как будто бы он там уже есть, он об этом узнал, и говорит, типа, уберите меня, пожалуйста, с розыска, и если ему отвечают, нам нечего вам, типа, ответить, значит, его там нет. Если они начинают что-то делать, значит, он там есть. Да, все верно, именно так обстоят дела, но, к большому сожалению, есть огромная вероятность, что они не дадут настоящую информацию. То есть, если они увидят, что, возможно, человек не знает о том, находится ли он в Интерполе или нет, они могут сказать, что человека нет в Интерполе. Это абсолютно абсурдно, но, к сожалению, такие моменты происходят, то есть дают неправильную информацию, и это делается, конечно же, по просьбе Национального бюро Москвы, Интерпола в Москве. И то есть даже если подать запрос, и человеку отвечают, что вас нет в Интерполе, это где-то вот 50 на 50. Он должен все равно быть очень осторожным, не ездить в какие-то такие страны нестабильные или в страны, которые очень сильно тесно сотрудничают с Россией. То есть исходить из того, что вполне вероятно, что все-таки он до сих пор находится в Интерполе. То же самое делает и полиция. У кого-то нет доступа, и они не могут дать, а у кого-то есть, но там написано в вашем уведомлении, указано, что не говорите этому человеку, что он находится в Интерполе. Тогда полиция вам тоже говорит, вас нет в Интерполе, но на самом деле человек есть в Интерполе. Это очень-очень плохая ситуация для наших соотечественников, потому что мы понимаем, что если человек беженец, и он преследуется, и ему на родине угрожает опасность, в такую ситуацию попасть, это означает, что он оказывается практически в смертельной опасности только потому, что Интерпол очень плохо фильтрует эти запросы, и вот эти нарушения, злоупотребления не только со стороны России, там Китай, Турция, очень многие страны злоупотребляют этой системой, и они практически ничего не делают для того, чтобы это исправить. Поэтому даже если вы подали запрос, исходите из того, что ответ, который вам пришел от Интерпола, если вам говорят, что вас нет, оставляйте всегда какой-то процент недоверия к этой информации, 50, 40, 30%, вот примерно в таких пределах. Ассаламу алейкум всем. Меня интересуют два вопроса. Первый вопрос – это обратиться в полицию. В какую? В районную, муниципальную, простую полицию обратиться мне нужно? Да, нужно обратиться в обычную полицию, там, где вы живете, в том городе. Они дальше сами, если у них нет компетенции смотреть такую информацию, они могут вам предложить отправить, сделать официальный запрос, и они дальше направляют его в компетентные органы полицейские. Понятно, спасибо. И второй вопрос. Вот, например, когда человек совершает преступление, его, например, проходит там 20-30 лет или сколько там, 20-15 лет, под сроком давности преступления его освобождают. Есть такое в Интерполе? Если, например, меня занесли 22 года назад туда, как сказать, и под сроком давности вот этого заноса, или как они убирают оттуда автоматически? Что касается срока давности, то Интерпол не является какой-то законодательной структурой, и он будет руководствоваться тем, какие есть законы в той или иной стране. Если в России по истечении какого-то срока 10-15 лет за преступление человек больше не отвечает по истечении такого длительного срока, тогда Интерпол должен руководствоваться этим правилом. До тех пор, пока эта страна является членом организации, это значит, что Интерпол одобряет их законодательство, вот российские какие-то законы, он их одобряет, и это значит, что
все вот эти вот российские законы касаемо срока давности действуют также в Интерполе. Если в другой стране нету закона о сроке давности, то значит, Интерпол также будет исходить из того, какие там законы будет применять к этому человеку именно такие правила. Вот. Но здесь я хотела бы добавить, даже если человек совершил преступление, если это было сделано преступление, например, военного характера, например, он участвовал в какой-то группе военной, которая хотела отделиться от России и иметь свою какую-то страну, независимость, то есть они хотели политический строй изменить в этом регионе, они хотели иметь свою собственную конституцию, они хотели изменять границу этой России, это все подходит под политическое дело, и такие дела ни в коем случае не должен Интерпол пропускать. Поэтому если какой-либо политический, там, какая-то нотка пробегает, значит, все это дело должно быть Интерполом отклонено. И Интерпол, то, что Россию могут исключить из Интерпола, это вообще вероятно хотя бы? Как раз таки, Амина, секундочку, вот этот вопрос, который сейчас задал злой админ, я думаю, его можно как-то смиксовать вот с тем вопросом, который ко мне пришел, и я коротко от себя скажу этот вопрос. Вот человек спрашивает, а есть ли возможность нам как от имени нашего народа, так как Идрис здесь подчеркнул, что колоссальное количество чеченцев находится в базе Интерпола, больше, чем граждан США и Китая. Можем ли мы подать какую-то петицию? Вот это как бы добавочно к вопросу злого админа. Можно ли повлиять как-то на Интерпол, чтобы они исключили Россию или ограничили ее как-то в отношении нас? Я хочу начать с того, что вообще проблема злоупотребления, она началась не сейчас и не только с России. Есть очень серьезные организации, в том числе Feral Trail, вот эти честные суды, они проделывают очень большую работу для того, чтобы, то есть против злоупотребления этой системы, они приложили большие усилия и писали и заявления, и требования к Интерполу. К большому сожалению, пока это не привело к успеху. Непонятно, с чем это связано. Я не хочу как бы совсем делать Интерпол плохим, потому что все-таки, когда мы отправляем запросы, мы видим, что когда собирается комиссия, мы видим, что они на самом деле переживают за нарушение прав человека. Скорее всего, комиссия как раз-таки это та структура в Интерполе, которая более ответственна, нежели Национальное бюро этих Интерпола в разных странах. Например, в Москве это вообще любое дело попадает в Интерпол. Там сидят сотрудники Интерпола, но они пророссийские, видимо, потому что почему тогда такие запросы попадают в Интерпол. Пока мы не знаем, что с этим делать. Мы видим маленькие шансы, если кто-то начнет запускать петицию. Я не думаю, что там даже вот если мы соберем, если даже соберется, может быть, 10 тысяч, 20 тысяч подписей обычных людей, граждан, вряд ли это будет эффективно. Если за это возьмутся политики, если за это возьмутся очень известные организации, если они совместно, все вместе, если начнут давить на Интерпол, возможно, тогда они начнут более серьезно относиться к новым запросам России и других стран, которые злоупотребляют этой системой, потому что сейчас она злоупотребляется, эта система, в очень большой степени, и речь идет не просто на каких-то индивидуальных, там, каких-то маленьких запросах, а там тысячи и тысячи запросов, они просто неправомерные. Для статистики я приведу случай со Швецией. Швеция занесла в Интерпол всего 5 человек. То есть на сегодняшний день Швеция подала запрос по 5 людям. В Россия подала, у нее там тысячи, сейчас точно не знаю, 1000 людей подала запросы на этих людей, и это в основном уроженцы Северного Кавказа, Татарстана и какие-то граждане России, которые именно внутри России проживают. Кто-то скажет, что в России больше людей, поэтому больше запросов. Но даже если мы эти 5 человек умножим, пусть будет на сколько-то там, относительно сколько в России людей, да, в России 145 миллионов, в Швеции 10 миллионов. Если мы вот даже умножим в правильное количество, все равно никогда даже рядом эти цифры не будут стоять. Все равно Россия очень сильно злоупотребляет. Интерпол очень хорошо это знает. Они прекрасно об этом осведомлены, почему они продолжают это преследование, помогают, то есть, этим странам осуществлять политические преследования незаконные, пока не ясно. Но я точно знаю, что комиссия пока что ведет себя довольно адекватно, с ней можно общаться, она прислушивается к аргументам, она прислушивается к переживаниям правозащитников и даже сотрудничает с правозащитниками. То есть и слова правозащитников для них очень важны.
Вот, пока ситуация такая. Шансов не так много, но я думаю, что и мы, и другие правозащитники будем делать все возможное, чтобы устранить эту проблему. У меня еще один вопрос. Из того, что вначале были озвучены вопросы-ответы, я не совсем понял. Вот человек находился в Интерполе, был задержан, и после того, как он задержан, вся как бы работа Интерпола на этом закончена, было там так сказано. А вот значит ли это, что с этого момента он как бы удален из этой базы? То есть если человек, допустим, с статусом беженца в Австрии поехал в Германию, не зная, что он был в этой базе, его там задержали, и затем там выяснили, он какое-то время посидел, его отпускают, значит ли, что после вот этого вот освобождения его больше нет в этой базе данных Интерпола? Или же он все-таки там остается, и ему нужно теперь заниматься исключением себя? Очень хороший вопрос, Томсо. Мы забыли про него. Когда человек задерживается по Интерполу, на период, когда он попадает под компетенцию вот этого национальных структур или суда, на этот период Интерпол больше не имеет доступа к этому делу. Все претензии теперь идут именно вот к этому национальному суду. Попытки что-то требовать от Интерпола ничего абсолютно не дадут, и удаление из Интерпола человеку никак не поможет. После того, когда отказывают в экстрадиции, например, задержали человека, отказали России в экстрадиции, его выпускают. Вообще бывают случаи иногда адекватные, когда страны сами отправляют информацию в Интерпол и говорят: вот мы отказали в экстрадиции, и рекомендуют Интерполу тоже удалить эту информацию. Почему? Потому что каждый раз, когда человека задерживают, на это государство тратит немалые деньги. На эти суды, на эти все экстрадиционные проверки, на коммуникацию, на это все государство тратит абсолютно не нужно эти деньги. И некоторые страны все-таки подают информацию в Интерпол и говорят удалить эту информацию. Поэтому мы иногда слышим, что человек был удален из Интерпола. Но в большинстве случаев, наверное, 95% случаев, России отказали в экстрадиции, человека отпускают, а потом его опять задерживают, опять происходит экстрадиционный процесс, опять его отпускают, и до тех пор, пока он не удалит себя из Интерпола. Это очень абсурдно, но это происходит. Поэтому, если человек уже знает, что он есть в Интерполе, если случился экстрадиционный процесс, если эта страна отказала в экстрадиции России, то сразу же, как вас освободили, нужно сразу же подавать запрос в Интерпол на удаление. Это прямое доказательство, что вы есть в Интерполе, поэтому просто прилагаете решение экстрадиционного суда, кстати, которое тоже для комиссии является довольно решающим. То есть если одна страна, член Интерпола, посчитала, что экстрадиция невозможна, то комиссия прислушивается к этой стране, и это является доказательством того, что в Интерполе, первое, во-вторых, того, что вас нужно удалить. Вопрос: стоит ли доверять людям, которые там находятся в разных странах, европейских странах, и озвучивают некоторые суммы денег, и говорят, что за это вознаграждение они помогут в удалении из списка Интерпола? Честно сказать, мы не первый раз это слышим. Мы, наверное, не будем это комментировать, потому что мы не знаем, что это за люди. Вообще, конечно, адвокат, если это адвокаты или юристы какие-то, то они имеют право ставить какой-то аванс за свою работу, потому что подача жалобы в Интерпол – это немалая работа, там нужно очень много работать, и адвокат ставит конкретную сумму за свою работу. Если это какие-то люди, которые не являются членами какой-то организации, сотрудниками какой-то юридической там фирмы или правозащитной организации, если они вас говорят, что за деньги это сделать, то это, наверное, рискованно. Но конкретно вот сейчас предостерегать или еще что-то мы бы не хотели, потому что мы не знаем, что это за люди. Возможно, они помогают реально, и для нас это разгрузка, как бы, если кто-то может сделать эту работу, мы очень рады, потому что тогда Вайфонд разгружается, потому что к нам постоянно приходят десятки запросов. Если кто-то этим занимается, если у них это получается, если это не мошенники, если они реально знают Конституцию, регламент Интерпола и могут удалять людей из этого розыска, имея такую юридическую компетенцию, тогда это только хорошо. Но нужно быть осторожными, нужно смотреть, кого они уже сняли, какие методы они используют, что они указывают в своих запросах. Всегда просите, наверное, от таких людей копию этого запроса и сверяйте, возможно, с кем-нибудь, с другим юристом или адвокатом. Есть ли практика предупреждения? Вот, допустим, в любой там стране находишься, и там, ты в курсе, что скоро придет Интерпол, что Россия там через адвоката, неважно, как ты узнал, что ты скоро там будешь, что на тебя подадут запрос. Есть ли практика предупреждения, там, пойти в полицию, там, заранее написать там заявление, или там как-то что-то делается? Есть ли какая-то практика?
Да, у нас есть такая практика. Я скажу так, вообще это должно было работать. Это большая помощь Интерполу, на самом деле. Если вы говорите, что вот здесь имеется у меня Азуль, у меня есть убежище, и Интерпол не имеет права меня закидывать в розыск. В общем-то, это должно было помогать Интерполу фильтровать. Но проблема в том, что они не делают этого, они не фильтруют эти запросы. И полиция, когда вы приходите в полицию, мы уже знаем, как это работает, они говорят, что они действуют по факту. То есть, если ничего не случилось, они ничего не делают. Они говорят, приходите тогда, когда это уже случилось. Это такой вот чисто европейский ответ. Но наши адвокаты, с которыми мы ранее работали, они очень хорошие и хорошо знают эту систему, как это все работает. Они, несмотря на то, что это может быть неэффективно на все 100%, но они все равно подавали очень часто запросы в Интерпол с предупреждением. То есть, если вдруг человека будут запрашивать, мы предупреждаем вас, что такие-то там статьи будут нарушаться, потому что человек имеет статус беженца, и вы не можете этого делать. Вот. Поэтому это можно сделать, но малоэффективно, но шанс есть, да. Ну вот если вот в процентном соотношении, допустим, это может меня огородить от того, что меня там из дома не выволокут там посреди ночи. Вот хотя бы от этого это может огородить человека, допустим. Вы знаете, очень отличается, смотря какая страна. Если, например, это случилось в какой-то нестабильной стране, ну, каждая страна реагирует по-разному. Кто-то просто вызывает и говорит, вот мы узнали, что ты в Интерполе. Если у вас есть статус беженца, защитный статус, то вас, скорее всего, даже задерживать не будут, но вас будут уведомлять о том, что у вас есть такая информация. А если же у вас нет какого-то статуса защитного, то, к сожалению, вполне вероятно, что вы узнаете об этом только тогда, когда вас задержат. Но я ранее также указала, что иногда полиция вам говорит заранее, и прежде чем вас задержать, полиция на самом деле дает вам эту информацию, она имеет право это делать, если она захочет. То есть Интерпол дает такое право полиции на свое усмотрение разрешать полиции уведомлять этого человека, если полиция посчитает нужным. И такое часто происходит. В Турции, например, это довольно часто. В Европе тоже мы слышали, что полиция предупреждала человека, вот, что он находится в Интерполе. И только через какое-то время против него начинались какие-то вот экстрадиционные проверки, коммуникация с Россией и так далее. Проценты, я не смогу сказать, очень отличаются от страны, очень отличаются от каждый случай очень сильно отличается, и, наверное, нет конкретной статистики. И еще тут брат Анвар просит задать вопрос. Совершил в Германии преступление, но в России уже 10 лет ничего не предъявляли. Означает ли это, что человек не числится в Интерполе? Барков. В Германии Он, совершил он, преступление? да, 10 лет назад. И 10 лет уже живет в России, и там, ничего не пришло, Германия как скорее я понял. очень будет странно, если Германия запросит человека из России. Я думаю, вряд ли это произойдет. Скорее всего, его просто добавили в Европол. Вернее, даже нет, не в Европол, а в Шенгенскую информационную систему для того, чтобы человек просто больше не въехал, так как он нежелательное лицо для этой страны. Эта система принадлежит Европолу, но это не совсем Европол. Поэтому вряд ли Интерпол, но Европол, вот Шенгенская информационная система, это очень вероятно, да. Я хотел задать вопрос, если Америка внесет Россию в список стран спонсоров терроризма, Россия будет автоматически удалена из Интерпола? Нет, к сожалению, есть уже страны, которые приняли такие громкие заявления, осмелились это сделать, и Интерпол продолжает сотрудничество с Россией. Несмотря на все, что сегодня происходит, есть также опасения, что, например, Россия будет преследовать тех же украинских каких-то людей украинской национальности, да, по причине вот этой войны и так далее. Но несмотря на все это, Интерпол не стал прерывать сотрудничество с Россией, обещали фильтровать эти запросы. Но мы не думаем, что каким-то особым образом эти фильтры начали применяться к России. В любом случае, пока мы не верим, что такое возможно. Но если страны очень сильно поднажмут, и организации, и страны, и политики, если не только США, а может еще кто-то, и они озвучат именно тему Интерпола, то есть будут предъявлять претензии Интерполу, и большинство членов Интерпола, то есть эти страны, члены Интерпола, также заявят о том, что они не хотят продолжать сотрудничество с Россией, тогда это возможно, что исключат. Но не так быстро, чтобы вот США сказали и Интерпол удалил, это не так прям, не так позитивно мы на это смотрим. Скорее всего, нет. Амина, Идрис, я думаю, нужно завершать нам этот эфир, так как он уже идет долго. Если нет больше каких-то важных вопросов касательно этой темы, то мы бы завершили этот эфир. Это не значит, что больше таких эфиров не будет. Мы
Еще, иншаллах, попытаемся провести эфиры по поводу Азуля, убежища, обращения за убежищем, а также разъяснения Дублинской конвенции. В скором времени мы также уведомим вас и будем анонсировать на наших официальных ресурсах. Также другие наши товарищи, блогеры, организации также, я думаю, поделятся этим, и вы обязательно узнаете. Но подписывайтесь на наши ресурсы, на наш телеграм-канал, посещайте нашу веб-страницу www.wayfund.com. Также у нас есть в YouTube наш канал, вы можете следить и получать юридическую информацию. И наши все контакты и связь, чтобы установить с нами обратную связь, вы можете также найти на всех наших официальных ресурсах. Еще хотел коротко одно объявление сделать. Недавно был такой случай, что от имени нашей организации с людьми связываются люди, представляясь сотрудниками нашей организации, и им доверяют, и люди начинают рассказывать что-то. Будьте бдительны, проверяйте контакты, куда вы пишете всегда, берите информацию только с наших официальных источников. Рады были всех вас слышать. Спасибо вам за ваши вопросы и до скорого. Увидимся с вами еще в будущих эфирах.